Ой, ну что, итоги года? Подводим. Да, итоги года. И Какое количество книг издано за этот год? В целом в этом году издано 155 номинований, это порядка 300 тысяч экземпляров, примерно так, да. И надо сказать, что в этом году, как никогда, было огромное разнообразие разной литературы. Это и для детей были разные форматы, и для взрослых читателей были разные романы, и исторические издания, и научно-популярные. Даже вот по цветам видим, что разное, да, что-то поярче для детей, Детское, что-то... да, сразу выделяется. Вы вот вообще какой-то срез сделали среди читателей? Что больше востребовано? В этом году, ну, собственно, как и традиционно, детские издания у нас наиболее востребованы, затем у нас историческая литература, но в то же время очень пользовались спросом и наши произведения наших современных авторов. Вот, например, это недавно вышедшая книга Азиря Гайраевой «Эпикей». Например, был очень востребован роман Ляли Сабировой, или же, например, та же самая книга повести Карим Кара Гафу Итмине, но это само название говорит за себя, «Прости меня», здесь произведения такие жизненные, очень смысловые. Если говорить о другой литературе, вот, например, татарское народно-декоративное искусство вообще практически в единичных экземплярах осталось в магазинах, распродано просто за очень короткий срок. Мне даже издание мне это знакомо, даже, по-моему, мы это говорили самое о нем, полное да? издание на сегодняшний день, которое содержит в себя красота, интересно. просто разнообразие и богатство татарского народного декоративного искусства. Предполагаю, что разлетелось по миру, да? Да. На самом деле у нас были заказы из США, из Германии в этом году, по России И очень качество много. полиграфии, вот это вот все это замечательно, конечно, как она сделана, как выполнена. Супер. Из поэзии хотелось бы отметить... Прекрасный подарок, я хочу сказать. Прекрасный Да, подарок. да, Но конечно. если успеют наши Ой, а телезрители... тут потому украшения что почти как у вас, вот я вот тут подглядел, да. осталось буквально Это несколько даже, это экземпляров. на все времена, это к любому празднику замечательный подарок. Ой, слушайте, будет. организационный вопрос. А вот если мы понимаем, что пользуется популярностью, спросом, можно как бы вот понять, что еще там 100 тысяч точно купят? Да, мы Еще делаем, например, произведение Габдулла Тукая «Шурале». Оно «Шурале», всегда да, бьет это рекорды. всегда. И буквально в прошлом году, позапрошлом году мы переиздавали, и мы всегда обязательно изучаем спрос. И такие рейтинговые книги мы, конечно, берем на заметку и в дальнейшем снова переиздаем. Также, конечно же, были востребованы классики наши. Это Габдулла Тукай, Мухаммед Магдеев. Вот в этом году вышло вот такое грандиозное издание Габдулла Тукая. Она на самом деле... История этого издания очень интересная. В свое время сам автор собирал эти все произведения, чтобы при жизни издать, но, к сожалению, не получилось. Впервые вышла она в Казани, затем в Токио на арабской графике. И в этом году эта книга вышла на кириллице. Конечно, по поэзии тоже хотелось бы остановиться. Это, например, книга Марата Кабирова. Это поэтический его сборник. Кстати, впервые в Татарстане вышел его поэтический сборник. Вышел буквально недавно, и очень хороший спрос на это издание. Что в качестве новогоднего подарка можем порекомендовать? В принципе, вот все вот эти книги, которые здесь представлены, Они смело достойны можно. быть подарком, да. Хотелось бы отдельно остановиться. Вот буквально наши интересные книжные новинки, которые вышли вчера, позавчера, да, это вот такие... книги, которые можно ребенку и прочитать, и прослушать. Очень красочное издание. Каждое произведение озвучивается. И, кстати, вот есть даже и новогодний формат. Да. Вот. Такого же принципа еще одно издание. И еще есть книги кнопочные, поэтому здесь все не уместилось. Затем предлагаю тоже обратить внимание, у нас в этом году вышел календарь на 22 год. Легендарный отрывной календарь. Те, которые в возрасте... Это вообще винтаж. Это, да, значит, прибить к стене, да, как показывают, к стеночке и по листочку отрывать. 3 сентября отдельно отмечено как в календаре? Но здесь каждому дню посвящена какая-то информация. И здесь на самом деле очень-очень богатый формат различной информации, и шутки, тоже, и кстати, что-то вот для такой хозяйства. Подарок, скажем так, недорогой, ни к чему не обязывающий, что приятно. Да. И для взрослых, и для молодых, а молодые к этому уже как к раритету относятся, потому что их возвращает в детство. Затем, например, тоже книга о воспитании. Каюма Насири тоже можно... Сейчас мы завершим разговор на какой-нибудь важной мысли. Скажи какое-нибудь число, любое. 17. Теперь мне листать в другую сторону. Ну ладно.
Так, о сын мой, как говорится, у неприветливого хозяина и угощения поперек горла надо быть радушным и терпеливым. Вот, Ну, это народная мудрость. Это к Здорово. Новому году. Да. Это к Новому году. Нет. Нет, спасибо большое. Мы вас благодарим, мы вас поздравляем с наступающим годом. Взаимно. Мы точно знаем, что в 2022 году будем видеться еще с еще большим количеством книг. Да. Друзья, вас призываем читать книги. Ну и, кстати, дарить их друг другу на Новый год.